Здравствуйте, в эфире информационный выпуск Амшикшара. Сегодня в выпуске: далеко не убежал, по горячим следам задержан заключенный, сбежавший сегодня из тюрьмы. Приняли программы образования 2016 и инвентаризацию объектов историко-культурного наследия. Репортаж заседания правительства. Призраки на сцене драмтеатра. Премьера молодежного театра. Сегодня около 5:30 утра из следственного изолятора МВД Абхазии, расположенного в поселке Дранда Гульрипшского района, совершил побег заключенный Бачуки Латаря, 1988 года рождения, уроженец села Хоби Зугдитского района Республики Грузия. Бачуки Латаря прокуратура Ачимчирского района обвиняется в похищении Ривазия Халая в целях получения и выкупа за его освобождение по предварительному сговору с Бадри Сигво, Бидзиной Хасия, Бачуки Хараули и Манчуром Кучава, имевшего место 25 мая 2014 года в селе Ачкуара Ачимчирского района. По факту побега прокуратурой Гулрипского района возбуждены 2 уголовных дела в отношении самого Бачуки Латаря по части 1 статьи 315 Уголовного кодекса Республики Абхазия и в отношении должностных лиц СИЗО МВД Республики Абхазия по части 1 статьи 295 Уголовного кодекса Республики Абхазия. Следствием отрабатывается версия о причастности к побегу должностных лиц, функциональные обязанности которых входят обеспечение режима пребывания заключенных в местах лишения свободы. Как только поступила информация о побеге заключенного, весь личный состав МВД был поднят по тревоге. В действие введен план «Перехват». Были усилены стационарные посты ДПС, мобильные группы со смешанными экипажами сотрудников госавтоинспекции и оперативным составом. Оперативно-поисковые мероприятия проводились совместными усилиями сотрудников органов внутренних дел, Центра специального назначения, Службы государственной безопасности. Спецмероприятия проведены под руководством министра внутренних дел Леонида Дзапшпа. В результате слаженной и оперативно организованной работы было установлено местонахождение сбежавшего преступника, который был задержан сегодня вечером в лесном массиве села Шаумяновка. В районе с 3 до 6 утра еще служебные проверки, все это мы истинно установим. Перекинув веревку через высокий забор, через ограждение, он совершил побег. В 9:00 мне было доложено начальником следственного изолятора. По тревоге были подняты весь личный состав. И без 15:07 в селе Владимировка, Шаумяновка, эти все села были отцеплены. Я благодарен коллегам, сотрудникам, в первую очередь милиции внутренних дел, сотрудникам СГБ, ЦСН. Эти села, они очень большие, и я благодарен населению. Они на наш призыв откликнулись. Латария содержится в ИВС МВД. Я вам скажу, здесь будет полный порядок. Я думаю, в ближайшее время мы многие организационные моменты решим и по нашей Дранской тюрьме. Я буквально перед этим побегом, в понедельник был здесь, во вторник с премьер-министром мы были здесь, смотрели, как несут службы, и все, что мы должны были наметить в ближайшие день, 2, 3, это побег ускорит многие моменты, то есть проведем все в соответствии. Личный состав сводного отряда по окончанию операции построен. Заместитель министра внутренних дел Республики полковник милиции Чугедия. Здравствуйте, товарищи! Поздравляю с успешным завершением по задержанию особо опасного преступника. Ура! 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 Я от всей души вас поздравляю. Этого не должно было быть. Мы с этим разберемся. Но, коль случилось, мы оперативно все это организовали. Я благодарю вас за службу всех. Я благодарю также наших коллег, наших друзей, сотрудников Службы государственной безопасности. Группа, которая задерживала 4 человека во главе с начальником милиции, выйти из строя. Хагуш, Адлиба. Так, в связи с успешным завершением операции
эта группа, вы знаете, наиболее отличились. Я вам всем еще раз говорю, очень благодарен. Благодарю за службу. Но Хагуш с сегодняшнего дня ему присвоено неочередное специальное звание подполковник милиции. Так, подполковник, фамилия? Хашба. Начальник Дранского отделения милиции. Адлиба кто? Капитан милиции сегодняшнего дня. И товарищ старший лейтенант Аганесян, капитан милиции. Прошу встать в строй. Благодарю за службу. Сегодня члены правительства приняли несколько важных документов для страны. Это программы «Образование-2016» и инвентаризация объектов историко-культурного наследия. Также Кабинет министров утвердил программу создания государственного кадастра объектов недвижимости и перечень сведений, отнесенных к гостайне. Отдельным распоряжением правительство запретило вырубку ели и пихты для проведения новогодних праздников. Подробности в репортаже Нисфы Аршпа. Новый год без местных елок. Такое решение сегодня принял Кабинет министров Абхазии. С 7 декабря на территории страны запрещена заготовка ели и пихты, а также запрещен ввоз из Российской Федерации натуральной пихты без корневой системы. Главная цель этого решения – спасение хвойных пород от уничтожения. К нарушителям, то есть к тем, кто все же станет самовольно рубить елки, будут применены предусмотренные законом меры. Так где же брать живую елку? В столице и других городах Абхазии будут созданы специальные елочные базары, где будут продаваться новогодние красавицы на любой вкус. В Сухуми такой базар будет открыт в районе Республиканского стадиона. В районах эти места определят главы администрации. Целевую программу инвентаризации объектов историко-культурного наследия правительство также одобрило единогласно. Речь идет об инвентаризации 2500 объектов культурного наследия. Программа рассчитана на 3 года, с 2016 по 2018. На ее реализацию заложено 15,5 миллионов рублей. С программой «Образование-2016» члены правительства ознакомились ранее на расширенном заседании Кабмина. И тогда документ не был принят из-за недоработок. Сегодня правительству был представлен уже более проработанный материал, который члены кабинета приняли единогласно. Цели программы – это обеспечение высокого качества образования в соответствии с потребностями развития общества и экономики и повышение эффективности реализации образовательной политики в интересах инновационного, социально ориентированного развития страны. Для достижения данных целей определены ряд задач. Это модернизация образовательных программ, создание современной системы оценки качества образования, создание современной системы управления обмена данными в системе образования, повышение педагогической привлекательности педагогической профессии в селах республики и обеспечение эффективной системы по социализации, самореализации учащихся. Программа «Образование-2016» впервые предусматривает программное финансирование науки на грантовой основе. Гранты будут направлены на научные исследования, подготовку кадров и поддержку молодых ученых. На эти цели планируется выделить 19 миллионов рублей. Хочу вам сказать, что если это взять процентом отношения, как достаточно развитые страны, это подчеркивает то, что, конечно, хоть мы и не маленькое, не богатое государство, но будущее поколение нас и вложение в знания, в образование, это будущее нашей страны. Но с другой стороны, мы с вами ответственны за использование этих средств целенаправленно и эффективно. Рациональное использование земельных ресурсов страны отныне будет регулировать программа государственного кадастра. Цена вопроса – 200 миллионов рублей. Работа над документом началась в 2012 году и завершена в 2014. Дело в том, что ни в одной нормальной стране, цивилизованной, которая хочет создать кадастр, не делается надстройка. Сначала люди начинают работу с фундаментом. Так вот, фундамент в республике, к сожалению, полностью отсутствовал. И геодезия и картография, они нужны, естественно, не только для целей кадастра. Это самый широкий круг задач, с которым сталкивается государство во время своего развития, во время строительства.
Повестка дня заседания правительства была насыщенной и разноплановой. Помимо госпрограмм, члены кабинета утвердили положение о лицензировании деятельности в области оказания услуг связи, перечень сведений, отнесенных к гостайне, и порядок приема, учета, хранения, выдачи, уничтожения бланка строгой отчетности. Также члены правительства утвердили коллегию Министерства по курортам и туризму и квоту добычи водных биологических ресурсов в осенне-зимнюю путину. Нисфа Аршба, Алексей Агухава, Абхазское телевидение. Делегация из Абхазии во главе с первым вице-премьером Шамилем Адзенба приняла участие в работе координационного механизма по поиску пропавших без вести в Ереване. Встреча организована при посредничестве Международного комитета Красного Креста. О ее итогах сегодня рассказал журналистам Шамиль Адзенба. Подробности в материале Налы Мукба. За более чем 20 лет работы в Абхазии Международный комитет Красного Креста развернул несколько гуманитарных программ, среди которых главной является программа по поиску пропавших без вести. В рамках координационного механизма дважды в год проходят встречи абхазской и грузинской сторон при посредничестве МККК. Подобная встреча прошла на днях в Ереване. Делегацией из Абхазии руководил первый вице-премьер Шамиль Адзенба, возглавляющий Госкомиссию по поиску пропавших без вести. Мы обсуждали прошедший год, перспективы работы прошедшей и определили перспективу на следующий 2016 год. Информацию, конечно же, получаем и местного населения, и оттуда. И нам предоставляют через Красный Крест, предоставляет грузинская сторона. Мы эти места отрабатываем. Конечно, было несколько опросов захоронений, которые там никого не было. То есть это не было захоронения, просто ошибочная информация. Результаты совместной с Красным Крестом деятельности признаны положительными. В ходе работы уже опознаны 37 останков, захороненных в парке славы Сухума. Работа будет продолжена и в дальнейшем. Мы продолжаем, и спасибо Красному Кресту, что они так настаивают даже на продолжении, и тогда руки не опускают. Но, с другой стороны, опускать руки не стоит, потому что есть конкретный результат. С нашей стороны 37 человек, с грузинской уже 20. На встрече в Ереване намечены планы на будущий год. Обозначены новые места для эксгумации и последующего опознания останков. Результаты работ в Абхазии будут ждать с нетерпением, ведь в республике до сих пор числятся пропавшими без вести около 130 человек. Пока предварительно есть, я пока не хотел озвучить, но сами понимаете, с чем это связано. И сейчас доуточняется это место, и где-то в 3 местах будет эксгумация производиться. Одно на территории Грузии, 2 на территории Абхазии. И будут определяться по ДНК принадлежность к той или иной семье, фамилии, потом будут передаваться родным. Шамиль Адзенба поблагодарил за деятельность в республике главу миссии МККК в Абхазии Джорджа Дрендарского. Его преемником в 2016-м станет итальянец Мауро Марабиту. Со сменой главы миссии, как сказал Шамиль Адзенба, формат работы МККК в Абхазии не изменится. Нала Мукба, Беслан Джинджоли, Абхазское телевидение. Возбуждено уголовное дело в отношении сотрудников паспортно-визовой службы Ткварчалского района. Генеральной прокуратурой Республики Абхазия проведена проверка законности выдачи паспортов гражданина Республики Абхазия на территории Ткварчалского района. В результате проверки выявлено, что с 2009 по 2013 годы должностные лица УПВС МВД и ПВС УВД по Ткварчалскому району, исполняя свои служебные обязанности ненадлежащим образом, вследствие недобросовестного отношения к службе, совершили незаконную выдачу общегражданских национальных паспортов гражданина Республики Абхазия гражданам Республики Грузия в массовом количестве. 8 декабря этого года по данному факту Следственным управлением Генеральной прокуратуры Абхазии возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная выдача паспорта гражданина Республики в отношении должностных лиц ОПВС МВД Республики Абхазия и ПВС УВД по Галскому району», сообщает пресс-служба Генпрокуратуры. Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок от 2 до 4 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью от 1 года до 3 лет. Город-герой Ткварчал когда-то был промышленной столицей Абхазии, а Ткварчалский район на всю страну славился своими цитрусовыми и чайными хозяйствами. После Отечественной войны народа Абхазии и многолетней экономической блокады здесь многое пришло в упадок. Тем не менее, сегодня Ткварчал и Ткварчалский район, пусть и ценой немалых усилий, но возрождается. Чем сегодня живет Ткварчал и как чувствуют себя жители близлежащих сел? Смотрите в репортаже Беллы Кварчи.
Посещение Тхуарчала мы начали с визита к главе администрации района Аиде Чачхале. Она назвала непростым прошедший год, как в экономическом, так и в социальном планах. Тем не менее, бюджет за этот год выполнен, в основном за счет погашения долга фирмы «Тхуарчал-Уголь». Строительные работы в Тхуарчале, которые велись по комплексному плану, уже завершены. Нового нет, потому строительная фирма сегодня пока простаивает. Из-за этого бюджет района недополучил около 4 миллионов рублей. Мы надеемся, что в следующем году у нас откроется еще 2 новых производства. Не буду вдаваться в подробности. Могу единственное сказать, что начнется строительство Тхуарчалского металлургического завода. Это уже можно смело говорить. Для молодежи города стало важным событием открытие после капитального ремонта в марте 2014 года спортивной школы. Ее посещает более 200 школьников. А вечером здесь занимаются спортом молодые люди и вообще все желающие. В спортшколе есть секция волейбола, баскетбола, легкой атлетики, самбо, шахмат и других видов спорта. Женская баскетбольная команда – одна из сильных в республике. Вот девочки выезжают, когда в Нальчик, там, они всегда приезжают, с какими-нибудь местами, мы всегда можем выиграть, если будем нормально играть. Зима для энергетиков Тхуарчала, впрочем, как и для всей Абхазии, время непростое. Резко возрастает энергопотребление, случаются и аварии. Однако, по словам энергетиков, в целом ситуация под контролем, а все неполадки устраняются оперативно. Кстати, благодаря проведенной недавно инвентаризации всего энергохозяйства, энергетики теперь могут быстро определить место аварии. Все опоры у нас пронумерованы, чтобы было легко в случае аварии знать по схеме, где уже находится опора, где авария. В село Чхуартал мы ехали по недавно отремонтированному дорожному полотну. В Чхуартале проживает 960 человек. Основной источник дохода сельчан – продажа ореха-фундука, а также реализация цитрусовых, хоть и в небольшом объеме. Здесь одна школа, абхазская. Кстати, в прошлом году все ее выпускники, а их было 7 человек, поступили в АГУ на разные факультеты. Глава администрации села Царча Датико Харчалава встретил нас у непредсказуемой, по его словам, реки, которая носит то же название, что и село. Царча, Укум и Маринджа – 3 реки, которые разделяют село пополам. Таких железных мостов, объединяющих село, осталось только 2 из 6. Остальные унесла вода. Весь путь вот этой речки, она непредсказуемая. Иной раз она то в одну сторону прыгает, то в другую. И некоторым людям даже мешает, жителям, которые в прибрежном этом живут. Полностью специальный репортаж Беллы Кварча смотрите в нашей программе сегодня. А сразу после новостей прямой эфир. Гость передачи Ахутой, директор издательства Алашера Даур Начкеби. Тема разговора в прямом эфире – актуальные проблемы абхазского книгоиздания. С 8 по 9 декабря состоялся 34-й раунд международных женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье. Делегацию Республики Абхазия возглавлял министр иностранных дел Вячеслав Чирикба. Работа велась в 2 группах по безопасности и гуманитарным вопросам. Как сообщает официальный сайт МИД Абхазии, в первой рабочей группе по безопасности участники переговоров обсудили проект совместного заявления о неприменении силы, а также вопросы, связанные с обеспечением гуманитарных прав жителей Абхазии и Южной Осетии. Кроме того, абхазская делегация предоставила подробную информацию о случаях дискриминации в отношении граждан Абхазии в области визовой политики со стороны стран Евросоюза. В группе по гуманитарным вопросам была позитивно отмечена встреча экспертов в области экологии. Конструктивной была и встреча экспертов по вопросам архивов и технической документации. Стороны отметили позитивную динамику в данном направлении и договорились продолжить эту важную работу. Абхазская сторона не участвовала в обсуждении вопросов, связанных с беженцами, в связи с чем сопредседатели женевских дискуссий, пойдя на поводу у грузинской стороны, досрочно прекратили работу рабочих групп. Абхазская делегация выразила решительный протест по поводу этого несогласованного решения, заявив, что подобные действия могут привести к срыву всего переговорного процесса. Торгово-промышленная палата Абхазии приняла участие в международной туристической выставке «Greek Tourism Expo», прошедшей на днях в столице Греции Афинах. Выставка организована компанией «Лидер Экспо» при поддержке Министерства туризма и судоходства Греции. В ней приняли участие более 120 туристических фирм и профессиональные покупатели из США, Турции, России, ряда стран Европы и Балканского полуострова. Об участии нашей страны рассказали сегодня на брифинге в ТПП члены абхазской делегации во главе с президентом ТПП Геннадием Гагуле. Подробности в материале Ренаты Шакая.
Впервые после признания наша республика под своим флагом приняла участие в выставке в Греции. Это дружественная нам страна, в том числе потому, что в Абхазии всегда жили и до сих пор живут представители греческой национальности. Более того, если обратиться к истории, именно греки когда-то основали Себастополис, Питиус и Диоскурию. Поэтому в Абхазии с радостью откликнулись на приглашение принять участие в выставке. Мы просто не смогли упустить еще одну возможность представить Абхазию на мировом уровне, сказал президент ИПП Абхазии Геннадий Гагуля. Выставка данная проводится в Греции второй раз. В прошлом году она очень успешно прошла. И, думаю, наше участие улучшило эту выставку, так как мы пользовались очень большим успехом. В процессе выставки мы познакомились со многими туристическими фирмами, провели переговоры, установили контакты. С первых минут открытия выставки красочно оформленный абхазский павильон, на стендах которого были отображены названия нашего государства, карта, государственный флаг, красоты нашей страны, картинки из исторической и современной жизни, привлек много посетителей. Люди не только спрашивали, чем интересна наша республика для туриста, но и с удовольствием пробовали абхазские вина, копченое мясо, сыр, орехи, аджунджух, сухую хурму, мед, аджику. Интерес вызывали и различные сувениры, декоративные тарелки, глиняные кувшины, магниты. Большой популярностью пользовалась различная печатная продукция, буклеты на 3 языках, в том числе и греческом. Буквально через несколько дней после выставки в Греции посольство Грузии в Греции запросило объяснение от организатора выставки в связи с участием в ней представителей Абхазии. Об этом, в частности, заявил чрезвычайный полномочный посол Грузии в Греции Нано Башвили. Грузинские представители не исключают того, что могут обратиться к Международной ассоциации торгово-промышленной палаты и Всемирной федерации торгово-промышленных палат в связи с участием Абхазии в проводимых мероприятиях в качестве независимого государства. Конечно, они нам подпортят очень много. А так просто мы, если будем сидеть, все молчать, и наоборот, чем в мире больше раздается их возгласов, тем больше к этому привлекается внимание. И представьте, дипломатические все миссии будут в курсе дела. Это они будут им писать, расписывать. Слово «Абхазия» получится в таком большом обороте. Системное участие в разного рода выставках в Сербии, Германии, Италии, Турции, Кыргызстане, а теперь и в Греции не только пропагандирует нашу страну за рубежом, но и способствует повышению ее имиджа, убеждены в торгово-промышленной палате Абхазии. Рената Шакая, Астамур Гожба, Абхазское телевидение. Приятная новость из Санкт-Петербурга. Художественный руководитель Абхазского драматического театра имени Самсона Чанба Валерий Кови стал лауреатом премии имени Андрея Толубеева 2015 года. Церемония награждения прошла на днях в Санкт-Петербурге в Музее театрального и музыкального искусства. Ежегодная премия Толубеева, очень престижная в театральном мире, присуждается за значительный вклад в развитие современного театра, кино, телевидения и современной драматургии. Валерий Кови награжден за сохранение и развитие уникальных традиций театра и укрепление российско-абхазских связей. Тем временем в театральном Сухуме премьера. Абхазский государственный молодежный театр представил на суд зрителей спектакль «Призраки» по пьесе Дмитрия Гулия. Премьерный показ состоялся накануне на сцене Абхазского госдрамтеатра имени Самсона Чанба. Режиссер-постановщик Шалва Гицва. В спектакле заняты не только молодые актеры театра, приглашено и старшее поколение актеров. Пьесу «Призраки», написанную в первой половине XIX века, Шалва Гицва считает актуальной и сегодня. Она об отношениях в большой абхазской семье, положении женщины в обществе, болезненном вопросе раздела земли. Более месяца длилась работа над постановкой. Шалва Гицва 15 лет уже ставил эту пьесу в Ткварчалском театре. Сейчас художественный руководитель молодежного театра, народная артистка Абхазии Софа Агума предложила ему поставить спектакль и для ее труппы. На сегодняшний день в репертуаре молодежного театра, который был создан год назад, уже 4 спектакля. Официальное представительство международной компании «Цептер Интернешнл» открылось сегодня в Сухуме. Генеральным директором является Автандил Сурманидзе. В магазине будет представлена вся высококачественная продукция компании «Цептер». Подробности в репортаже Сарьесмар.
Цептер International – это мультибрендовая международная компания, которая производит и продает эксклюзивные высококачественные потребительские товары по всему миру. С момента своего основания компания Цептер International установила высокие стандарты качества и стала неотъемлемой частью жизни миллионов людей по всему миру. Я хочу поздравить всех жителей Абхазии с открытием официального представительства компании «Цептер». Миссия нашей компании – это здоровье и красота. И, пользуясь продукцией нашей компании, все жители смогут значительно улучшить качество жизни. Сегодня компания «Цептер» представлена более чем в 60 странах и принадлежат 8 заводов в Швейцарии, Германии и Италии. По статистике, каждые 10 секунд где-то в мире начинается новая презентация продукции «Цептер». Впервые продукция этой компании была представлена и в Абхазии. Магазин открылся в самом центре столицы, по улице Айтгалера, и стал настоящим сюрпризом для многих жителей. Официальным представителем компании «Цептер» в Абхазии является Эльвира Пипия. Многие женщины знают эту марку не понаслышке, а у нас, я знаю, у многих есть эта посуда. Я думаю, те, кто не знают, они по достоинству оценят эту марку, потому что тут представлена не только посуда, тут много чего интересного. Шоурум пока еще не начал свою работу в полной мере. Дорогая посуда, кастрюли и прочая кухонная утварь – это далеко не полный перечень продукции, который будет здесь представлен. Жители Абхазии будут иметь возможность приобрести всю необходимую технику и текстиль для дома, а также косметику и даже часы компании «Цептер». Магазин удобен и тем, что у клиентов будет возможность взять продукцию в кредит или в рассрочку. Но многих привлекает качество продукции компании. Эта продукция состоит из натуральной медицинской стали. И важно то, что приготовленная в этой посуде еда, она является здоровой. Вы вообще планируете приобрести эту посуду или как? Ну, хотелось бы, конечно. От всей души поздравляю. Кто открыл этот магазин. Магазин торгует хорошими брендами, хорошей продукцией, все качественной. И что самое главное, это очередной объект налоговой базы. Дай бог, чтобы помещений таких было, магазин таких было больше, чтобы люди работали, зарабатывали. И всем желаю успехов. Гостей в шоуруме встречали тепло. Каждому показывали продукцию, имеющуюся в наличии. Рассказывали о том, что она из себя представляет, и угощали шампанским. И несмотря на то, что продукция не из дешевых, она полностью оправдывается высоким качеством. Сария Смыр, Саида Гухава, Абхазское телевидение. Сейчас сообщение Нацбанка о курсах иностранных валют. Доллар США 69 рублей 22 копейки, евро 76 рублей 7 копеек. И в завершении выпуска о погоде. По сообщению гидрометеослужбы, завтра в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха ночью 6-8, днем 13-15 градусов. Температура морской воды 14 градусов. На этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго.